Добрый день. Сегодня мы пришли в Академию масс-рейтинга Республики Казахстан, федерацию. Перед нами Алтын, она раньше занималась сама масс-рейтингом, участвовала. Сейчас представитель федерации и судья, тренер. Правильно? Да. И она сейчас немножко расскажет о своей работе, о работе федерации, сколько людей занимается и так далее. Здравствуй, Алтын. Скажите, сколько лет федерация существует в Казахстане и сколько филиалов на данный момент есть? Мгм. Здравствуйте, Еркин. Мы рады приветствовать в Казахстане, где масс-рестлинг активно развивается, а также становится более популярным. В данный момент в Казахстане существует 14 филиалов по масс-рестлингу. Около 100-120 спортсменов занимаются. А, Еще Да, ну нормально, 120 человек. А сколько лет, получается, уже существует федерация? примерно 10 лет. Уже Да, 10 10 лет. лет. Уже 10 лет у Ага. нас масс-рестлинг развивается. Вот. Недавно наши спортсмены участвовали в чемпионате Азии. Например, Раимбек Айбол, Шугаев Манарбек. Ага. Они взяли третье место по своим категориям. А также вот совсем скоро, с 21-22 июня, мы готовимся к отбору, собрать сборную Казахстан, чтобы для участия в пятой всемирной игры качелей. Игорь Кочевников. Как вы знаете, да, пятые всемирные игры качелей пройдут в Казахстане с 8 по 13 сентября в В Астане. Астане. В Астане. Да. То есть, получается, чтобы туда собрать сильнейшую команду сборной Казахстана, вы проводите здесь турнир и будете отбирать, да, в этом категории, кто будет, это, да. И получается, со всего Казахстана сюда приедут, и здесь пройдет. Да, и кто желает себя попробовать в этом виде спорта, да, тоже, наверное, Да, зовете. приходите, Да. участвуйте. Да, 120 человек на самом деле для такой большой страны это очень мало. Я как сам представитель, ну, выходец из Республики Саха-Якутия, тоже болею за этот вид спорта и хочу, он тоже развивался по всему миру и в Казахстане тем более, да, и тоже призываю, если кто смотрит, присоединяйтесь, я контакты оставлю. Тем более есть федерации уже в областях, в регионах, и там уже можно, наверное, найти своих людей. Так, перед нами Тамерлан. Тамерлан, салам алейкум. Он давно занимается масс-рейтингом, очень во многих местах участвовал, в разных турнирах, чемпионатах. Ну, расскажи, каких чемпионатах участвовал, какие места занимал и, ну, да, в таком плане. Так, мен атым Темірлан болады. 2017 жылы Кубок мира Москвада болған кезде үшінші орын алғам, бронзовый призер. Мгм. И 2018 жылы чемпионат мир тоже бронзовый призер был. Ага. 2018 жылы көшпенділер ойыны Семен Игорь Кочевников. Тоже там үшінші орын алдым. Бронзовый, да, Кыргызстане был. Мгм. И 2019 жылы Бакуде болдым. Кубок мира. Кубок мира. Тоже бронзовый призер там. Тоже личность. Ага. То есть везде пока только бронзовые места получается. И сейчас тренируешься, чтобы уже выйти на финал, чтобы взять серебро или золото. Да. У тебя есть конкурент или ты реальный фаворит по Казахстану? Не знаю. Білмеймін. Пока нет, да? Нет. И сейчас вот турнир будет отборочный, и там уже видно будет, да? Если выиграешь, ты уже поедешь на Игорь Кочевников. Я, если жеңетін болсам, я көшпенділер ойынына барамын, Ага. бұйыртса. Ну все, желаю успехов. Давай занимай первые места. Радуй своих земляков, Казахстан. И что вот флаг Казахстана стоял на самом высшем пьедестале чемпионата мира. Все, Алла қаласа бірінші орын аламын. молодец. Всех приветствую, меня зовут Владислав, тоже занимаюсь масс-рестлингом, участник чемпионата мира Азии, то есть чемпионата мира в городе Хива и чемпионата Азии в городе Нукус. Занимаемся здесь в центре 360 подготовкой. На данный момент идет подготовка к отборочному турниру вот, на игры кочевников. Также, что хотел сказать, у нас есть вот уникальный тренажер, на котором мы занимаемся. То есть можно до сюда его немножко показать. Здесь есть блоки, то есть они, в общем, по 100 килограмм каждый блок. Общая масса около 300 килограмм. То есть, Кари, присядь.
Сейчас вот немножко покажет, какие упражнения здесь можно делать. То есть здесь как можно делать обычную тягу. Также можно ходить в разные стороны. Можно работать просто на удержание. Вот на стартовой позиции удерживать. Так, перед нами Айбол, Раимбек, мы его знаем, зрители канала тоже знают, я тот раз на СЭХ у него брал интервью, он у нас участвовал на турнире в СЭХ здесь в Алматы, а также он чемпион международного турнира в Кыргызстане и бронзовый призер чемпионата Азии в Узбекистане. Ну, Айбол, расскажи, как прошел турнир на СЭХе здесь, как ребята тебе дали конкуренцию, насколько сильный был там состав и так далее. Он участвовал до 75 килограмм там. Жарыс өте жақсы өтті. Балалар өте мықты балалар. Сахалар были крепкие, да? Да, мықты. Ага. То есть, получается, здесь в основном участвовали, ну, просто ребята, да, которые пришли на СЭХ, и вот человека, который профессионально занимается масс-рестлингом, тоже дали, короче, конкуренцию. И сейчас, получается, тоже готовишься, чтобы участвовать на играх Крещенников, да? Да, қазір іріктеу турниріне дайындалып жатырмыз. Алла бұйыртса, содан өтсек, осы көшпенділер ойындарына қатысамыз, Алла бұйыртса. Мгм. Ну все, желаю тоже удачи. Рахмет. Давай хорошо тренируйся и занимай первые места. Рахмет. Мгм. Так, Алтын, а вот вы сказали, занимались тоже масс-рестлингом. Какие у вас лично достижения в этом виде спорта? Ну, вы где участвовали и какие места занимали? Я участвовала в чемпионате мира 2018 года, который проходил в городе Якутск. Тут там Да, есть? я там даже. участвовала. 3-е место взяла. Мгм. Потом Кубок мира, который проходил в Москве, Мгм. посвящен Дни Якутии. Там Опять, тоже ага. 3-е место. Также разные казахстанские соревнования по масс-рестлингу я участвовала и Всегда занимали первое место. Не мо- Ну, А, в Казахстане. в Казахстане, да, могу сказать, да. Да, да, да. Всегда взяла первое место. Ну вот самое сильное, получается, масс-рестлерша Казахстана перед нами. Так, и вот в этом году прошел чемпионат Казахстана, да? Ну, такой большой в Астане прошел, да? Республиканский турнир. Да. И сколько человек там участвовало именно из Казахстана, ну, участвовало, да? Мгм. И, насколько я знаю, еще прошел матчевая встреча с Республикой Саха-Якутия. И какие там результаты были? Да, правильно сказали. В апреле, с 17 по 19 апреля у нас проходили республиканский турнир по масс-рестлингу. Там участвовали 100 спортсменов из разных... Казахстана. Да, из Казахстана. Мгм. Там, также 19 апреля у нас был матч-митинг между сборным Казахстана и Саха-Якутия. Ну, это матчевая встреча. Да. Мгм. Э, Какой результат был? Мне интересно. Я не знаю просто, да, в Да. итоге. Вы вы знаете. Не знаю. Конечно, счет был 8, нет, 5-2. 5-2. 5-2, да. Ага. Поэтому сборные России, конечно, Ага. выиграли. А вот два, это по какой категории и кто это выиграл, получается, из Казахстана? Мгм. Категория женщины 55. Ага. У нас девушка Хорошая. выиграла. Да, хорошая была. Мгм. Показала хорошее Мгм. выступление. Схватку, Да, ага. И юниоры. И дети. Это дети, да, можно Ага. сказать. 15 лет и дети. Ну. Ну вот, нормально же. Да. 5-2, да? 5-2. 5-2, вполне нормальный такой результат. Мгм. То есть скоро может быть и в вашу пользу это счет, да? Да, тогда сейчас получается сильная подготовка идет именно к играм Крещенников, домашним соревнованиям, да? Да, да. И сколько команд участвует в этих играх? С каких стран? Примерно знаете, да? Пока мне известно, насколько я знаю, уже поступило заявки из 10 стран. Стран мира. Да, стран Ага. мира.
И там Россия тоже, якутские спортсмены тоже будут. Конечно. Насколько мы уже наблюдаем, у них уже отбор сделали. Они Ага. уже сейчас готовятся к игре качели. Мгм. Данный тренажер был полностью спроектирован и собран здесь, у нас в Казахстане. То есть благодаря нашему президенту Иматалию Талапу Сайпулавичу и вице-президенту Павлу Викторовичу Фетисову. То есть это было полностью за их счет все сделано. Также мы здесь, в этом зале, тоже абсолютно бесплатно тренируемся. То есть все вот это за счет нашей федерации, помещения, тренажеры. Готовимся мы здесь к играм к чемпионату Казахстана, вот сейчас будут, потом к играм кочевников и потом уже к чемпионату мира. То есть да, все это благодаря вот нашему руководству, да, функционеру. Здравствуйте, меня зовут Шугайб. Я спортсмен и масс-рестлер. Этим году участвовал в чемпионате Азии и собрал бронзовый медаль. Следующая точка чемпионат мир и игр кочевник. И все. Алга Казахстан. А у вас кто здесь тренирует? То есть есть кто-нибудь конкретно, который знает все тонкости масс-рестлинга? Потому что я знаю, там очень много разных приемов, да, секретов, навыки нужны. И кто у вас здесь, ребят, тренирует и это все показывает? Да, у нас есть тренер Фетисов Павел Викторович, Мгм. а также наш президент федерации Иматалиев Талап Сайпулавич. Мгм. Они опытные спортсмены, и в данный момент нам помогают, как вести Как тренеры? Да, Они сами тоже, получается, участвовали, тренировались по этому виду спорта? да, не участвовали сами, и Ага. нас тренируют в данный момент. Было бы хорошо, да, если кто-то из Якутии, да, опытный спортсмен, ну, не знаю, сюда приехал бы, да, и показал бы ребятам еще какие-то мастер-классы, вообще даже здесь работал бы, ну, еще было бы, мне кажется, да, потому что все равно пока лучше, чем якутские маджины, ну, мы называем маджины масс-рестлеров, наверное, мало кто владеет этим видом спорта, поэтому если кто желает, может из Якутии смотрит, да, может тоже выйти на связь. Если, может, кто-нибудь живет уже в Алматы, да, кто из опытных, тоже можете выйти на связь и, ну, вместе можете поработать, в принципе. Да. Ну, в принципе, все. Молодцы, желаю успехов, развития. А, Также других казахстанцев призываю подключиться масс-рестлингу. Это очень интересный вид спорта. Я сам, когда иду на какой-нибудь ИСЭХ, да, знаете ИСЭХ, наверное, да, стараюсь тоже участвовать. Это праздник, как наш Наурыз. Да, постараюсь участвовать, потому что без этого, ну, это реально интересно. Да, вот, недавно у нас в Алтманты тоже прошел ИСЭХ, я там тоже участвовал, и, конечно, ногу сейчас меня повредил, травма, короче, после этого хожу, хромаю. И ваш парень, Раимбек Айбол, там занял первое место. Чем вас тоже поздравляю. Я там вот с ним познакомился, и у него узнал, что есть Федерация масс-рестлинга, и вот сюда пришел. Да, и можете что-то сказать под конец? Да, под конец хочу сказать только на казахском. Да. Масс-рестлинг федерациясына келіңіздер, өздеріңіз осы жаңа спорт түрінде байқап көріңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілегім келеді. Уруй айқау, алға Қазақстан! Вот такой большой, мощный спортивный комплекс Халык-Арена в городе Алматы. Именно здесь находится Академия масс-рестлинга Казахстана. У них собственный спортзал, собственная раздевалка, собственная душевая, тренажеры тоже и качественные. Просто можно прийти и тренироваться, и попробовать свои силы. Если понравится, то можете дальше также заниматься, участвовать на соревнованиях, чемпионатах мира и так далее. Мощный спортивный комплекс. Все, спасибо, всем пока.